Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер Тахорш. Значит, почему так трудно заговорить по-осетински? Иронав зурнав, тажин саману. То есть есть такая проблема, что люди, которые вроде как бы и могут говорить по-осетински, либо вроде как бы и учат осетинский язык, тем не менее не начинают на нем разговаривать. Это не является какой-то особенностью именно осетинского языка. Но, в принципе, есть что сказать конкретно про ту атмосферу, в которой этот язык пребывает. Ну и, собственно, с чего хочу начать. Первое, скажем, препятствие для тех, кто хочет говорить по-осетински или думает, что хочет говорить по-осетински, это в том, что нет нужды в его использовании. Ну, то есть, как это объясняется? Можно родиться в Осетии, значит, вырасти в осетинской семье, но не говорить по-осетински, вполне комфортно себя чувствовать осетином. Это как бы норма. На сегодняшний день такая сложившаяся норма. И внутренние потребности, скажем так, производить осетинскую речь, ну, как-то может и не быть у человека. Ну, допустим, ирландцы, они, допустим, могут говорить только по-английски, да, от этого они не перестают быть ирландцами. Ну, а также человек, считающий себя осетином, может, в принципе, комфортно быть только русскоязычным. Это как бы нормальное явление на данный момент. Вот. Поэтому, скажем, с такой позиции начать разговаривать по-осетински осетину, не владеющему осетинским языком, довольно сложно. То есть из этой позиции, ну, как бы так, проблематично. Потому что человек не понимает, зачем ему это. Зачем ему, как бы, вот, какая мотивация, что его к этому побуждает. Поэтому, скажем так, для начала нужно обзавестись неким смыслом. Зачем тебе это нужно, зачем ты хочешь говорить по-осетински. И после того, как этот смысл будет тверд, на нем уже можно будет строить, собственно, все изучение осетинского языка и, ну, собственно, речь. Поэтому только личное, ненавязанное сознание своей потребности в говорении, ну, даже не в понимании сказанного, а вот именно в говорении, это вот является первым и самым важным условием для достижения какого-либо результата. То есть надо себе самим честно ответить, зачем вы хотите говорить по-осетински. Ну или саман, зачем. То есть для того, чтобы говорить по-осетински, надо хотеть это делать. И понимать, зачем вы это делаете, для чего. То есть просто так проходил мимо и решил вдруг, дай-ка я начну говорить по-осетински, но оно, как правило, не работает. Ну, нельзя так. Нужно внутреннее твердое убеждение. И только после этого уже все остальное. Дальше. Какая вторая проблема? Второе препятствие, тоже очень существенное. Это то, что всегда легче сказать по-русски. Всегда легче говорить на том языке, который ты знаешь, которым ты владеешь больше. Но не все, что легче, правильнее. Тут надо исходить из позиции не то, что как оно мне легче, а из того, как оно правильнее. Правильнее не в смысле идеально сказано, а в том смысле, как оно, согласно вашим убеждениям, действительно должно быть. То есть понятно, что лежа на диване, как бы это вот сильно легче, очень сильно легче накачать мускулатуру, вот чем упражняться для того, чтобы это сделать. Так же, как и с языком. То есть надо его практиковать, тренировать. Я вот учусь играть на Дала Фандер. И мне надо очень долго бренчать, чтобы наконец-то сложилась какая-то мелодия. Но это не значит, что я там буду смотреть, как играют, и вдруг научусь ни с того ни с сего играть. Нет, надо самостоятельно производить какие-то активные действия. То есть это как учиться плаванию на суше, вот ездить на велосипеде, например, в тренажерном зале на велотренажере. Что делать? Надо говорить чаще, надо говорить больше, надо говорить везде. При каждом удобном случае, если таких ситуаций мало, то их как бы надо искать и создавать. Что я имею в виду? Не ожидать такого случая, когда вы вдруг осознаете, что вы прекрасно говорите по-осетински. Нет. Надо находить эти случаи, надо, когда вы понимаете, что в этом вы можете сказать даже как-то криво и косо, но у вас есть
какая-то потребность в том, чтобы произвести некий смысл, сказанный на астинском языке, тогда, пожалуйста, это надо использовать. Астинам, конечно, многим, кто живет в Питере, в Москве, даже в Владикавказе, сильно легче говорить по-русски. Но это не значит, что это сильно правильнее. Нет, не все, что легко, это правильно. И надо идти зачастую через сложность, чтобы эта сложность становилась легче. Также здесь и в астинском языке. Третье. Какой третий такой фактор есть? Ну, я его наблюдал, он как бы действительно есть. Это такой ложный перфекционизм или лжеперфекционизм. То есть это такое представление о том, что вы должны говорить с носителями на изучаемом языке только вот либо в совершенстве, либо совсем никак. Вот это характерно для тех, кто изучает английский, например, в большей степени. Астины думают, или те, кто вот учит язык, или те, кто сомневается в том, что он хорошо говорит, что вот если я не говорю идеально, значит лучше я помолчу. Тупиковый способ научиться разговаривать. Если бы предыдущее поколение осетин думали вот так же, тоже бы стеснялись говорить по-русски, да, мы знаем, как они говорили по-русски, путали там рода, говорили, она пошел, вот довольно коряво разговаривали, но тем не менее усиленно учили детей, при каждом удобном случае старались сказать что-то по-русски. Вот. Мы бы в таком случае до сих пор бы там стеснялись бы говорить по-русски, если бы у наших там, наших родителей был такой же настрой относительно русского языка. Вот почему мы должны теперь стесняться вдруг говорить по-астински, да? Вот, лет 70 назад никто не стеснялся криво говорить по-русски, а теперь мы вот стесняемся по-астински. Это как бы, ну, неправильно. Поэтому нужно говорить уверенно, так, как умеете. Просто уверенно говорите так, как вы понимаете эту речь, так, как вам можется, так, как вы уже выучили. Потому что совершенства от вас в данной ситуации никто не требует. Ну, вы же никому там не представили, что вот великий астинский сказитель там, или там прирожденный мастер вот молитвословия, что вы вот такой вот прям редактор Раштинада. Нет, вы обычный человек. Обычный человек, который учит астинский. И надо практиковать, исходя из того багажа, который у вас есть. Пока вы дойдете там, будете знать в совершенстве язык, вы забудете, как на нем что-то сказать. Поэтому надо стараться говорить вне зависимости от того, насколько вы уверены в том, что вы правильно скажете. То есть это вообще не имеет никакого значения. Вы можете говорить неправильно, но вы говорите. Лучше говорить как умеете, чем не говорить никак. Вот это такой вот грех лжеперфекционизма. Дальше, четвертое. С чем сталкиваются люди, которые пробуют говорить по-астински? Ну, я это могу назвать невежеством, вот, или неуместными шутками. Такие вот остроты бывают иногда в ваш адрес по поводу неправильных или там сказанных с акцентом фраз. Вот они вот ни в коем случае не являются поводом к прекращению практики языка. Вот, стесняться в этом деле как бы нечего, ну, более того, некому. В большинстве случаев, если знают люди, что вы именно учите астинский язык сами, по своей воле, сами захотели, вот сами учите и сами практикуете. Вам, скорее всего, выкажут уважение, вам помогут. Шутки в этом смысле, они даже не встречаются. То есть, когда люди знают, что человек учит астинский язык, сам к этому пришел, ему всячески помогают. Как правило, обычно это так. Вот. Ну и как бы помните, что астинский язык, если вы его не знаете, вам его на день рождения никто не дарил. А вот вы сами по своей воле, по собственному сознанию его учитесь использовать. И это вы должны всегда помнить. То есть кому-то он достался просто так, но вы прилагаете усилия для того, чтобы на нем заговорить. Не к тому, чтобы знать, а чтобы на нем говорить.
Вот это как бы 4 таких, больше сказать, психологических фактора. Какой из этого всего вывод? Вывод такой, что в изучении любого языка, ну, пожалуй, там, кроме латыни, древнегреческого, там вот мертвые языки, авестийский, там санскрит отчасти, вот, очень сильно зависит от практики с его носителями. То есть, если вы мертвый язык учите, латынь, ну да, можете выучить по словарям, по старым книгам каким-то. Вот. А если живой язык, пока что живой, ну, надо его практиковать с носителями, пока такая возможность есть. Вот астинский в этом смысле не исключение. То есть, вам надо четко понять, что успех того, заговорите вы или нет, он зависит в меньшей степени от того, насколько вы знаете астинский язык. А в большей степени зависит от того, насколько вы психологически готовы его использовать. Вот. Хочу, чтобы вы это поняли. То есть не как вы хорошо знаете язык, а как вы готовы эти знания применять. Можно знать мало, но производить речь. Можно знать язык довольно хорошо, но молчать. По факту в одном случае мы будем иметь какое-то говорение, какую-то практику языка, которая дает очень большой эффект. В другом случае мы будем видеть активное молчание, наблюдать, что часто и происходит. То есть бывает, что человек знает астинский, к нему обращаются по-астински, он в ответ говорит по-русски. Вот. А одна из этих 4 причин, она имеет место быть в данном случае. С этим надо бороться. Потому что в данной ситуации не важно, как вы плохо знаете язык, с каким акцентом вы говорите. Сильно важнее, что вы говорите. Вот это прям очень сильно важнее. Только производя речь вслух, общаясь с носителями, вы сможете поддерживать язык в каком-то активном состоянии. Ну, иначе, как бы, астинский язык учить просто, чтобы его учить, или просто, чтобы уметь читать. Все говорят, мы хотим учить астинский, чтобы разговаривать. По факту мы хотим учить астинский язык, чтобы мы думали, что мы его учим. Вот. Надо практиковать. То есть все зависит от практики. Есть ли специалисты, которые решают именно подобные задачи психологической области? Но обычно эти вопросы снимаются теми же методиками, что и боязнь публичных выступлений. Вот это вот рядом, это похоже. Для этого бывают специальные практики, тренинги, полевые занятия, вот, после которых уже ничего не страшно. Я, скажем, по личному опыту участвовал в подобных мероприятиях, да, это дает очень много. То есть это решается, в принципе. Ну, то есть, чем можно завершить, что учиться плавать надо в воде. Вот. Если учитесь на велосипеде кататься, то на настоящем с 2 колесами. Ну, а разговаривать по-астински надо, общаясь с носителями. Спасибо за внимание. Завершаю трансляцию. Харджи Жарут. Ну, до следующей встречи.